Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Мы продолжаем встречаться и общаться с представителями партии Якутии, и сегодня у нас в гостях член фракции политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» в Государственном собрании Илтумен Якутии Мичил Яковлев. Добрый вечер, Мичил Кимович. Николаев Мичил Кимович. Добрый день, Ирина Ефимовна. Давайте начнем с работы партии в целом. Да? Какие направления сегодня приоритетные и какие задачи руководство перед вами ставит? Ну, в первую очередь, конечно, естественно, социально направленные проекты сейчас рассматриваются и на сегодняшний день реализуются. И, то есть, получается, у нас на территории Республики Саха-Якутия мы на сегодняшний день охватываем все 35 районов Республики Саха-Якутия. И, конечно, вот во всех районах активно уже работают представители и члены, и часть команды, большой команды, да, по поддержке социальных проектов в целом. У вас в каждом районе отделение есть? Да. На сегодняшний день, да. Но, по-моему, не было, да, во всех раньше? Да, были моменты, когда только-только возрождалось все, и все это постепенно формировалось. Конечно, были такие моменты. А на сегодняшний день, да, полностью все 35 районов у нас есть. Задать вопрос гостю можно в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39, или можно отправить сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 0502. Ну, я уверена, что у вашей партии есть много интересных проектов, о которых можно рассказать телезрителям. Давайте поделимся наиболее значимыми и актуальными для региона. Ну, самый актуальный проект – это Центр защиты прав граждан. Она существует во всех 80 субъектах нашей Российской Федерации. И, конечно, вот основной филиал у нас находится в городе Якутске по адресу Курашова 1/1. Туда можно подходить желающим и уже задавать свои конкретные вопросы. И либо можно писать заявление уже о поддержке, там, допустим, да, каких-то открытых конкретных вопросов, которые, вот, допустим, волнуют на сегодняшний день уже население в целом. Это правовая поддержка, то есть там юридические консультации, да, дают? Да, бесплатно, абсолютно бесплатно предоставляется консультация юридическая, также уже пошаговое уже решение данных вопросов, то есть от граждан. А с любым вопросом можно обратиться? Или? Да, конечно, потому что в основном это граждане, население нашей республики обращаются, да, и это, как я уже ранее сказал, абсолютно бесплатно. И можно уже подходить в офис, двери наши открыты, и по адресу Курашова 1/1 можно подходить и задавать, и писать, и можно принести свои заявления уже. Или открытые вопросы можно там обсуждать. А по каким вопросам чаще всего обращаются? Ну, в основном там вопросы бытового характера бывают, да, и жилищного характера, и также и медицины касается. И много-много вопросов, которые вот у нас в жизни вообще встречаются на сегодняшний день. Наиболее актуальные Но вопросы. вот у нас тоже иногда приходят заявления от граждан, да, ну, то есть, как, видимо, привыкли писать на телевидении. Вот. Например, недавно было письмо, там такая история, что обманул продавец при покупке дома. Да. Вот. То есть вместо дома продали гараж, взяли людей ипотеку и... Вот с такими вопросами можно к вам подходить, да? Да, абсолютно верно. С такими вопросами можно подходить и задавать, как быть в данном случае, то есть в данной ситуации. То есть что-то посоветуют, как-то с банком решить, как-то… Да. Все верно, и специалист наш, получается, профильный специалист будет уже консультировать, раскрывать вопросы и уже детально будет разбираться и обсуждать именно заявителем данного вопроса. И, конечно, в основном у нас еще дополнительно ведутся статистика, и, соответственно, по этой статистике мы уже ведем и мониторинг. Наиболее успешные уже проекты, которые или заявления, которые были поданы, они вот за короткий период времени уже решаются. И на сегодняшний день вот эффективность данного проекта вот и на территории Республики Саха-Якутия, да, отмечается на высоком уровне. И сегодня вот руководство нашей
политическая партия, конечно, она в Москве вполне довольна именно работой данного проекта в нашей республике Саха-Якутия. А мне вот интересно, эти юристы, которые там работают, они партийцы-волонтеры или они зарплату получают? Это очень хороший вопрос. Есть и люди, которые волонтеры, которые хотят тоже помогать от души, а есть люди, которые уже на постоянной основе работают у нас, да, специалисты, они уже на заработной плате, они получают уже заработную плату от уже фонда Центра защиты прав граждан. То есть существует фонд. А вообще работа с населением в целом, как часто встречаетесь с населением, как происходит вот прием заявлений, обращений? Вот, да, все верно. У нас был уникальный опыт, когда во время пандемии, во время изоляции WhatsApp-приемная, да? Вы одни из первых запустили. Да, WhatsApp-приемная у нас еще была, и также у нас была видеосвязь. То есть мы выходили на встречу с гражданами по скайпу и уже обсуждали открыто. Это, конечно, все эти моменты записывались, и все это протокольно заносилось, вопрос уже, и тем самым мы документировали уже данные заявления, которые подавали граждане на тот период. А на сегодняшний день уже вообще можно и подходить, и уже физически разговаривать. То есть население, конечно, в первую очередь вообще хочет внимания. Вот. И поддержку хочет. Ну, чтобы их с ними поговорили, выслушали, да? Ну вот по большому счету, как практика показывает, на сегодняшний день вот населению нужна именно внимание. Внимание и поддержка со стороны государства, со стороны власти вообще в целом. Ну, смотрите, вот за время пандемии многие уже привыкли, ну, кто-то к удаленной работе, допустим, да, там, к тем же совещаниям по Zoom, потому что они удобнее. Ну, не по Zoom, там разные теперь платформы есть еще и отечественные. Вот. А вы, получается, обратно перешли на живые встречи, да? Или все равно оставили практику скайпа там? У нас на сегодняшний день, получается, работа ведется именно комбинированно. То есть тот опыт, который мы наработали именно во время пандемии, да, мы этот опыт на сегодняшний день используем очень хорошо. И этот опыт позволяет именно обращаться к тем гражданам, которые физически не могут подойти на сегодняшний день. Почему? Потому что, во-первых, у нас в городе Якутска проводится очень масштабная вековая реконструкция у нас на нашей центральной дороге, да, и, соответственно, вот у граждан бывают такие технические моменты. И в этом случае, конечно, им намного удобнее и проще обращаться именно по скайпу, по видеосвязи. Ну, может быть, вам запомнилось какое-нибудь необычное обращение или там какая-то задача, которую быстро удалось решить? Ну, похвастаться можете. Ну, в целом, эти люди, которые обращаются к нам, они, конечно, в первую очередь хотят решить основные вопросы для своей жизни, то есть, и для них это проблема, то есть, допустим, да. И такие моменты у нас принято как бы не оглашать особо и как бы держать как бы в тайне. Почему? Потому что, ну, человек в первую очередь, конечно, обращаться за поддержкой, за помощью. Конечно, такие моменты вот афишировать в нашем... Ну, без имени историю расскажите. Ну, можно пару историй рассказать, конечно. Была очень уникальная история, когда обратилась жительница города Якутска. Она была пенсионером, и у нее была внучка, и она воспитывала самостоятельно внучку, так как уже ребенка не стало, и пришлось ей вот взять борозды воспитания на свои руки и вспомнить те моменты яркие, которые у них были вот с его детьми. И в данном случае, конечно, мы помогли по ремонту. У нас тогда был вопрос о ремонте. То есть человек пожилого возраста, конечно, и ей было тяжело организовать ремонтные работы, также и по доставке там, стройматериалов и так далее. В этом плане, конечно, мы уже очень оперативно подошли к этому вопросу, и, конечно же, человек именно такого уровня вызывает уважение, конечно, среди населения и среди нас, конечно. И вот в первую очередь, конечно, вот этот вопрос был уникален тем, что человек, получается, воспитывает своего внука и хочет создать для внука хорошие условия. И вот рвение к жизни, к яркой, хорошей, достойной жизни вот вызывает у обыкновенного человека какие-то ощущения
уважение, что ли. Вот. В этом плане вот человек вот не постеснялся и обратился, и, конечно, вот оперативно получил поддержку с нашей стороны. А вот интересно, как вы решили этот вопрос? То есть вы там пнули управу или кого-то, кому соцзащиту, которым положено выделить для нее помощь, или вы сами там сами взяли и помогли? А у нас, получается, есть волонтеры, есть люди, которые вот поддерживают именно население и активно работают. Вот они, конечно, в данном случае, конечно, активно помогали. То есть сами помогли? Да, сами самостоятельно. Почему? Потому что у нас есть вот такое понимание, что делегировать такие вопросы, наверное, не стоит. Почему? Потому что надо решать такие вопросы достаточно моментально и самостоятельно. Угу. А как вы считаете вообще, насколько политическая жизнь в Якутии активна по сравнению с другими регионами? Ну, принято считать, что у нас общество такое политизированное, и вообще у нас в регионе партии активны, их видно, слышно. Да, все верно. У нас в Якутии, в целом в Якутске, да, жизнь населения, она очень интересна, и они, конечно, следят за историей событий, и то, что происходит вокруг нас, их интересует. Почему? Потому что наша гражданская позиция именно выражена в том, что население очень уважительно относится к нашим исконным культурам, также и уважает именно любовь, наверное, к своей малой родине. Поэтому вот они активно относятся, получается, уже к происходящим событиям очень ответственно и, конечно, принимают активное участие. То есть патриотизм – это для вашей партии тоже одно из таких основополагающих направлений? Конечно. Ну, давайте представим, что вот человек вступил в вашу партию, какие задачи вы перед ним будете ставить? Ну, например, там, не знаю, сотрудник либо завода, увлекается рыбалкой, семьянин. Чем он может быть полезен? Ну, это вы описали на сегодняшний день почти все наше население республики. То есть мы все исконные охотники, получается. Да? Рыболовы. Да, рыболовы и так далее. Конечно, такие ребята, такие люди обращаются и вступают, конечно, активно уже в нашу партию. И в данном случае, конечно, мы в первую очередь, конечно, проводим беседу и пытаемся раскрыть потенциалы человека. На что данный гражданин способен, какие у него, допустим, характеристики, допустим, наибольшая часть занимает, там, допустим, среди населения. И в этом плане, конечно, мы уже проводим аналитику и, конечно, перенаправляем уже на ту сферу, которая ему как раз-таки и по душе, и ему интересно. Когда человек подходит уже к вопросам, уже интересно, да, с интересом и с азартом, тогда работа, она повышается, и эффективность, и также и качество. Поэтому вот и бывают моменты, когда эти же люди уже активно принимают уже в выборных процессах. Вот муниципальные, начиная от муниципальной, и уже по ступенечкам уже пошли. Вот. Есть такие яркие примеры, допустим, у нас. То есть такое профориентирование, да, профориентационная беседа, да, можно сказать. Все верно. Расскажите про общественную деятельность, какие планы у вас на это лето, потому что вот сейчас уже паводок идет и подтапливает населенные пункты, говорят, пожаров опять стоит ожидать, потому что впереди жаркое лето. Да, мы к этому очень серьезно относимся. Конечно, мы мониторим то, что сейчас происходит на сегодняшний день, да, и всячески поддерживаем и помогаем уже населению. Там, это в первую очередь, я как уже сказал, населению нужна уже, это, получается, поддержка и внимание и так далее. Вот. А насчет пожаров у нас, получается, уже формируются волонтерские уже составы, где ребята уже активно уже формируются и общаются уже, и делятся информацией, что где происходит. Но, как я понимаю, у нас уже в этом году со стороны руководства страны, да, и была оказана максимальная поддержка, чтобы именно локализовать именно очаги, да, на местах. Вот. Поэтому надеемся на то, что в этом году поменьше пожаров будет, и оперативно вот наши ребята будут уже работать на местах. И подготовительные работы уже были проведены, и, конечно, вот волонтерский состав у нас очень максимально сильно работает в этом плане, и, конечно, у нас есть в этом плане контроль и уже интерес, и люди уже, конечно, переживают
Ну и мы, конечно, не упускаем свою возможность поддержать именно, опять же, как я уже говорил, поддержка именно населения необходима в таких случаях. Ну, теперь про вашу депутатскую работу. Вы входите в комитет по делам молодежи, физкультуре и спорту. Вот расскажите, какие проекты сейчас в этой области в Якутии реализуются. В июне ждем чемпионат по масс-рестлингу, большое мероприятие. Да. Мы его будем транслировать обязательно. Ну, все верно. У нас сейчас вот намечаются большие мероприятия. Я бы еще хотел отметить, что у нас, если я не ошибаюсь, в этом году у нас еще будет Дитя Азии. И у нас сборная. По Владивостоке. Да, сборная получается. Мы тоже будем транслировать эти игры. Да, и сборная Якутии, конечно, будет активно принимать участие. И как мы депутаты, мы, конечно, поддерживаем. И по нормативной части, конечно, мы поработали, да, уже, получается, с начала Нового года, конечно, у нас были уже круглые столы на эту тему, да. Также у нас еще были проведены совещания по поводу проведения масс-рестлингов на территории Республики Саха-Якутия. Конечно, это ожидаемое мероприятие именно для нас, якутян. Это такое азартное мероприятие, где вот наше население активно принимает участие, и также всяческим образом со стороны уже депутатской группы оказывается максимальное содействие и поддержка в организации, также и поддержки участников наших. Вот, и теперь про молодежь. Молодежи у нас принято считать всех от 18 до 35. Вот, насколько вообще эта грань четкая и какая она, на ваш взгляд, молодежь Якутии? Да, есть ли что-то ее объединяющее, есть ли что-то ее отличающее от молодежи там, ну, других регионов? Вот, что нужно им развивать, чем им нужно помогать? В Якутии у нас молодежь, она очень своеобразная и уникальная. Они все разные и очень эрудированные, очень умные, талантливые ребята. И, конечно, у нас вот молодежь очень активно принимает в социальных проектах, во-первых, да, и в волонтерских проектах принимают участие, и в нормотворческих проектах тоже принимают участие. То есть в этом плане у нас вот есть пласт молодежи целый, да, который вот активно уже видит свое будущее, где они будут развиваться и по какому направлению они пойдут. И таких, конечно, ярких молодых ребят, конечно, если мы замечаем, конечно, мы оказываем всяческую поддержку. И в данном случае, конечно, есть яркие моменты. И молодежь у нас вообще в Якутии в целом очень активная. И на уровне, получается, республики, также между субъектовых мероприятий тоже активно участвуют. И также на федеральном уровне тоже в всяческих проектах они активно участвуют. И вот масштабность именно молодежи на сегодняшний день только вызывает уважение. Ну вот вы как молодой депутат, вообще как приходит такому молодому человеку в голову мысль стать депутатом? Вот как это вообще было? Вот тут проснулся и такой, не пойти ли мне в депутаты? Или? Нет, это не так было. Это, скорее всего, это в первую очередь это воспитание, родительское воспитание и, наверное, любовь к малой родине, где мы родились. И вот уже... Что, родители вас воспитывали как будущего депутата сразу? Нет. Или что, типа, вырастешь, будешь депутатом, нет, да? Нет, не было так. Просто именно воспитание, я имею в виду, что прививали, наверное, скорее всего, в первую очередь, это любовь. Любовь к своей малой родине и, конечно, вот именно к своей отчизне. Вот эта любовь, она, конечно, проявлялась со стороны родителей, также уже в студенческие годы уже со стороны преподавателей, и, конечно, вот уже интересно стало, то есть экономика, что это такое, да, и как вообще у нас структура работает, да, государственная власть и также законодательная власть, у нас как это все работает. И, конечно, всегда было интересно, и молодежная жизнь, и студенческая жизнь, получается, у нас была очень активная. И в этом плане, конечно, история была очень простая, то есть я писал дипломную работу о законодательной структуре в регионе, то есть получается, да, и в ходе дипломной работы решил принять участие и испытать все те чувства, которые чувствуют вот, скорее всего, победители, которые одерживают победу на выборах. И, конечно, это очень интересный симбиоз и очень интересный опыт был. И будучи студентом, конечно, вот удалось мне именно как раз-таки
принять участие, хотя я писал практическую часть, что это такое, да, и что из себя представляет. И хотелось вот просто узнать на практике, как это происходит. И вот на практике так получилось, что перестарались. И итоги, получается, у нас очень хорошие получились. И, соответственно, высокие результаты показали, да. И население тоже активно вышло на выборах и показало свою гражданскую позицию. Тем самым вот я на сегодняшний день, получается, одержал победу тогда. И вот сегодня для меня это, конечно, общественная деятельность, но, скорее всего, это, наверное, просто любовь к своей родине и любовь именно к своей нации и к тем традициям, которые прививали наши родители и вышестоящие руководители, которые нашей республики, да, в целом. И вот это, скорее всего, это, наверное, просто, по большому счету, это просто любовь к своей родине. Хотя многие молодые люди, они выбирают другую перспективу, да, допустим, сектор бизнеса, они выбирают эти моменты и, конечно, тоже его преуспевают. Но, опять же, они все равно не забывают свою республику и, конечно, они всяческим образом оказывают поддержку. Но в данном случае никаких ограничений у нас нету. В Конституции написано, что молодой человек, если проявил желание, стойкость, характер, конечно, он может принимать уже участие на выборах. Поэтому я надеюсь, своим примером, возможно, пробудил уже нескольких людях уже интерес, да, и законотворческой деятельности. Возможно, молодежь уже активно будет принимать участие уже в последующих выборах. В общем, писал диплом и увлекся, получается. Да, получается, вот от теории до практики один шаг, вот, и результат был. А юридический, да, диплом у вас? Нет, у меня государственное муниципальное управление было вот тогда. Это второе уже образование? Нет, получается. Это первое высшее было, а сейчас вот второе высшее получаю. Понятно. А вот насколько вам в Илтумене работается вот с депутатами старшего возраста, с депутатами из других партий, вот насколько комфортно? Ну, по большому счету, я их называю коллегами, ни в коем случае не депутатами, а просто коллеги. Это те же люди, которые тоже защищают интересы населения, и они, конечно, очень авторитетные люди, да, в обществе, да, в целом, по большому счету, большинство. И для меня вообще на сегодняшний день парламент — это как институт, опять же, да, законодательный институт нашей республики, да, и там происходят очень событийные мероприятия. И, конечно, старшее поколение, которое там есть, для меня они являются как наставниками на сегодняшний день. Я у них беру очень большой, богатый опыт, и у меня вот год за годом, день за днем у меня накапливается, уже нарабатывается очень большой багаж в плане законотворческой деятельности. Вот. Также и были яркие моменты, когда я уже принимал участие, вносил изменения и поправки уже в Конституции Республики Саха-Якутия. Вот. Были и такие моменты, что это очень интересно в первую очередь, да, и самое главное — это ответственно. Очень ответственно, потому что мы понимаем, что мы принимаем законы, и оно должно именно работать в сторону населения. В сторону населения. А я вот в вашей биографии прочитала, что вы учились в Московском педагогическом университете. Потом поняли, что педагогика — это не ваша, да? Или как? Ну, скорее всего, это название университета так, а по профилю я социолог, то есть получается не педагог, а именно социолог. И вот насчет педагогики у меня мама, получается, преподаватель начальных классов. На сегодняшний день она работает учителем, и вот педагогика вообще в целом это очень интересный, увлекательный момент, когда человек уже воспитывает, закладывает ресурсы свои, да, и уже потом смотрит результаты, как человек достигает успехов и так далее. То есть в этом случае, конечно, вот именно вот эта тематика, конечно, меня каждый день затрагивает, и очень много советов просят именно молодые подрастающие поколения. То есть они спрашивают. А как вы относитесь к тому, что вот сейчас в школах хотят усилить патриотическое воспитание, ну, которого не было, да, что школа уже была только образовательная функция закреплена у нас в последнее российское время, да? Вот то, что патриотическое воспитание, то, что вот там инициатива нашего главы по исполнению гимна, она сейчас по России пошла.
то, что вот сейчас хотят создать какую-то детскую организацию по примеру пионерии там? Я думаю, это имеет место быть. Почему? Потому что у нас страна большая, и она достаточно многонациональная. И, конечно, вот это, скорее всего, не патриотизм, а просто любовь, большая любовь к своей малой родине, как я уже говорил. Данные мероприятия, они необходимы. Почему? Потому что вот подрастающее поколение надо направлять правильно. То есть, и вот именно такие мероприятия пробуждают среди молодых граждан именно настрой, стойкость и характер формируются у человека при участии в подобных мероприятиях. Почему я так говорю уверенно? Потому что в 18 лет мне удалось именно пойти по призыву и принимать участие именно отслужить своей родине, то есть, так сказать... Долг отдал, да, да, родине? Да, то есть отслужил в армии и, конечно, вполне был доволен, и мне было очень интересно, что это такое. И, конечно, вот я понял, что у нас страна, оказывается, очень большая и слишком масштабная. Вот. То есть у нас, получается, простирается именно вот, если так вертикально посмотреть, территория нашей республики, она большая. И, конечно, тут живет именно самая сильная молодежь, которая именно любит. И я думаю, когда вот насчет гимна, у меня есть такой опыт, что у нас гимн включается, когда мы проводим пленарное заседание. Потом, когда мы завершаем пленарное заседание, тоже включаем гимн. И когда мы слушаем именно текста гимна, да, это написали, я думаю, очень достойные люди. И в каждой слове, то есть, есть смысл. И в каждой слове чувствуется вот энергия, та энергия, мощная энергия, которая изнутри человека пробуждает именно к поступкам, хорошим поступкам, именно патриотическим поступкам. Именно вот эти мероприятия, которые проводит именно глава республики, на сегодняшний день я считаю, что это правильно. Потому что молодежь надо правильно воспитывать и надо правильно вовремя направлять именно в те русла, куда он будет продуктивно работать и именно поднимать экономику республики и в целом нашей страны. А вовремя это вот в какое время, как вы считаете? Там, со скольки лет надо начинать работать? Там, с 12 лет, с подросткового возраста или прям вот как в Советском Союзе с 1 класса? Там? Я считаю, что вот опыт тех лет и тех годов, она правильная, потому что с 1 класса, конечно, я помню 1 класс, когда пошел в 2000-ю школу, мне подарили часы, обыкновенные часы от президента Республики Саха-Якутия. Я вот до сих пор помню. За что? Что вы такого сделали в 1 классе, что вам подарили часы от президента? Я вот точно не могу помнить. Возможно, я был гиперактивным ребенком. Если бы всем гиперактивным детям дарили часы от президента. Вот. И я вот этот момент очень ярко помню. Это тогда был президентом нашей республики Михаил Ефимович Николаев. И вот маленький мальчик получил часы, так сказать, от президента республики. И это было очень отрадно. И вот именно тогда вот моменты пробуждения уже были, что человек уже начинает чувствовать именно поддержку со стороны. Именно. Вот для вот маленького человека, вот, который идет в школу только первый класс, вот, именно вот эти моменты, яркие моменты, да, в жизни позволяют именно как бы быть эффективным, успешным человеком вообще в целом. Ну, помимо того, что комитет по делам молодежи и спорта, также вы член комитета по делам коренных малочисленных народов Севера и Арктики. Вот давайте поговорим про развитие Арктики, тем более сейчас идет прямо сейчас большая конференция на эту тему с участием федеральных экспертов. Я вот днем была на секции кино, успела съездить. Вот. Что нужно Арктике сегодня? Ну, в первую очередь в Арктике нужно это специалисты, именно профильные специалисты, которые будут уже работать на новых рабочих местах, которые на сегодняшний день создаются, да, в Арктике в целом. И, конечно, переквалификация граждан необходима, да, это, то есть, получается, получение образования
и осваивание именно тех профессий, которые вот будут только создаваться именно на арктических территориях. Также еще традиционные моменты нельзя забывать. Почему? Потому что вот оленеводство сейчас вот там молодежи почти не осталось. И вот этот момент тоже надо акцентировать. Почему? Потому что молодежь, она должна оставаться именно на местах. И вот эти традиционные промыслы, они необходимы для коренных малочисленных народов Северной Арктики. То есть для северного человека, для арктического человека это традиционные промыслы, это смысл жизни получается, и она необходима. То есть почему я так уверенно и очень трепетно к этому отношусь, потому что по отцовской линии, наверное, вот я принадлежу именно коренным малочисленным народам Северной Арктики, эвенкам. Вот. И, конечно, вот эти моменты каждый день актуальны. И в этих вопросах мы очень трепетно относимся. И сейчас у нас вот вступил в силу закон, где вот малочисленные народы могут уже в свидетельстве о рождении, о ребенке, да, написать уже свои национальные имена. Вот. То есть это отражается, и, конечно, вот человек, когда получает... А до этого не могли разве? До этого, конечно, могли, но мы это отразили просто в законе, получается. Да? Тем самым мы уже такие моменты уже узаконили, и, конечно, это уже стало, так сказать, именно основополагающим моментом для наших граждан в целом. Вот. И также еще по Арктике на сегодняшний день это большое развитие уже разворачивается, большие проекты, то есть, да, это федерального уровня, да, и, конечно, в этом плане именно местное население, она должна адаптироваться именно под новые профессии, осваивать их и уже приступать к работе именно на своей родной земле и показывать там эффективную деятельность и свою работу. И тем самым, конечно, человек уже получает достойную заработную плату, а также и уже повышается качество жизни уже на Арктике. Вот. И поэтому вот надо следить за информацией, за новостями, что там происходит, да, и, конечно, вот именно насчет переквалификации надо задуматься, и это в основном касается молодых граждан, которые Но вот вы проживают. сами сказали, что, допустим, молодежь не очень хочет идти в оленеводы, ну, понятно, но кто-то же должен этим заниматься. Да, все верно, что там молодые люди должны этим заниматься. Это все должно закладываться с ранних лет, то есть детям, что вот это необходимо. Почему? Потому что на сегодняшний день это, скорее всего, для коренных малочисленных народов Северной Арктики это самый смысл жизни. То есть вот эта деятельность, это испокон веков была и будет. И, конечно, мы всяческим образом будем это поддерживать именно на законодательном уровне, да, чтобы это было основополагающим. И, конечно, вот бывает разного характера и уровня обращения, конечно, мы всячески поддерживаем именно коренных малочисленных народов Северной Арктики. Конечно, вот эти моменты, они в приоритете каждый день. И каждую секунду, конечно, мы следим и смотрим, как развиваются. Но есть и положительные моменты, когда молодые люди в этой сфере, то есть, да, развивают именно вот численность, допустим, тех же оленей. Есть и такие вот успешные моменты. Ну и есть какие-то такие еще проекты, как типа, вот если, когда туда придет быстрый интернет, можно быть там без отрыва от производства оленеводом, дизайнером или там оленеводом и чего-то, пока стадо пасется, чего-то там делать в ноутбуке, работать удаленно. Да, это все верно, потому что рынок труда на сегодняшний день, она каждый день меняется, и находясь даже вот в той же тундре, где будет высокий интернет, конечно, можно работать уже, так сказать, чумы и уже зарабатывать очень хорошие деньги. Но при этом оставаться в комфортных условиях, где уже привыкли и родились вот местное население. Для этого, конечно, вот населению надо, наверное, посмотреть
и в ногу со временем надо посмотреть и адаптироваться как-то под новые адаптироваться и, конечно, получать те навыки, которые на рынке труда сейчас появляются, новые профессии. И новые профессии осваивать, и уже успешно трудоустраиваться, и, конечно, спокойно, без отрыва, конечно, как вы уже сказали, можно работать на местах. Все, спасибо вам огромное. У нас время программы подошло к концу. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Мне было интересно. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Часть вопросов мне помогли подготовить коллеги из Центра управления регионом. Смотрите нашу программу по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.